Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». И сегодня мы рады представить вам нашего нового соведущего Сергея Орлова. Здравствуйте. Дамы и господа. Ну, Серег, расскажи, как ты к нам попал? На самом деле очень банально. То есть редактор передачи связался с моим агентом. Ой. Я родом с поселка Депутатского и надеюсь, что меня увидят. Вот видите, меня по телевизору показывают. А говорили, ничего не добьешься в жизни. Я рада, что в нашем полку блондинов прибыло. Вот. У нас сегодня на повестке дня школьная олимпиада «Северный Меридиан» и концерт одной группы, которая выступает в жанре кельтской музыки. Северный Меридиан — это олимпиада такая. Там ребята необычным образом выполняли квест, то есть бегали по музею, выполняли разные задания, что определяло их знания по географии. А уже организатором всего этого являлся Байкальский государственный университет экономики и права в городе Якутске. Я, кстати, когда училась в классе в 11-м, тоже участвовала в этой олимпиаде, нас тоже пригласили. О, черт, я забыл. Вот это косяк! Не помню итоги, результаты, но в принципе было очень интересно. То есть еще раз подтверждает, что главное не победа, главное участие. Да. Как у вас вот в депутатском проходили Вот олимпиады? у нас как проходило, то есть приходил учитель в школу, заходил там на третий урок и говорил: так, сегодня кто хочет пропустить последние уроки, все поднимали руки, тот идет на олимпиаду. Я помню, какое это было волнение, потому что собирались не только ученики нашей школы, собирались там со всех школ, лучшие из лучших, и сразу можно было определить, кто так пришел, просто вот чтобы пропустить урок, а кто действительно такой заряженный, и ты на него смотришь: я за тобой наблюдаю, я тебя сделаю, чувак. Нужно все равно испытывать свои знания, свои способности, и вот в этом... Это как будто ты рэпер, понимаешь? Вот, если ты будешь писать... На баттл нужно вписаться. Надо идти к народу. Сюжет будет открываться небольшой видеозарисовкой, которую мы снимали с Майком. Мы сделали такую постановочную, вводную. Поэтому давайте просто посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Jumping up and down the floor. My hat is an animal. Люди, которые видят это сообщение, помогите мне, пожалуйста, мне срочно нужна ваша помощь. Для того, чтобы мне помочь, вы должны собрать все ключи и отдать их смотрителю музея. Почему в 18 веке Якутию стали называть тюрьмой народов? По леку, там всех, кого можно, отправляли. Совершенно верно. Якутия стала местом ссылок. Самое сложное задание это было сопоставить героев Отечественной войны. Нужно было под портретом написать имя. Это про посуду было. Ну, там были экспонаты, сани, всякие орудия труда, и вот была шкатулка.
коробочка такая. И в ней были отверстия. Надо было сказать, для чего. Это оказалось для перевозки посуды, потому что народы кочевничали. Думаю, что для замораживания продуктов. Мы на воеводах как бы там запутались. А надо было посмотреть по фотографиям и подписать их фамилии. Самое легкое — это дается 4 картинки, и вы находите общее, что их связывает. Молоко, сено, хатон, например, да? И говоришь, как корова. Календарь это? Это календарь. Ночь, Новый год, каникулы. Новый год. Рождество. Сколько там было? Рождество. Уверена? Да. Это неправильно. Самым легким это было вот с рыбой, когда мы угадали. Но единственное, то, что там было тяжело, когда пазл собирали. Как ты считаешь, на твой взгляд, как команда твоя справилась? Ну, справилась средне. Были задания, которые мы просто завалили. Ну, на 50% мы справились. На 50%? Так, в принципе, мы все молодцы, почти все угадали, только некоторых немного неправильно было. Наш следующий сюжет посвящен фолку и кельтской музыке. Это очень здорово, потому что я считаю, что в нашем городе, где очень долго все развивается, очень долго до чего-то доходит, вообще есть такое место, куда приезжают такие музыканты. Сама вот эта кельтская музыка и сама кельтская культура, она же очень интересная. Кельты — это было племя такое варварское, которое проживало на территории нынешней Великобритании Вот и островов. Да, точно. Храброе сердце. Вот. Да, «Храброе сердце», Уильям Уоллес — это вот потомки кельтов. Есть такое обычае, что шотландцы под свой килт никогда не одевают нижнего белья. Ты смотрел? Я слышал об этом. Старался не смотреть. Да, и, кстати, вот в «Храбром сердце», когда... Помнишь тот момент, когда... Килт — это не юбка, это плед, который просто оборачивается на манер тоги, ну, как греки носили. Называется он тартан, клетчатый, теплый шерстяной плед. И, кстати говоря, вот все эти клетки, узоры, они относятся каждый к своему клану. У меня эта культура ассоциируется именно с праздничным настроением, и веет это все Новым годом, ну, зимними праздниками, потому что у них там, как бы, не знаю, как будто бы всегда снег, и все вот сказки, мультики, там, где есть гномы, это всегда, мне кажется, какой-то праздник. Вот они там нам подарки пакуют, собирают. Вот. Конечно же, нет. Их нет. Группа организована была в 93 году. Тогда, когда она появилась, это был авторский фолк-рок. Уже к концу года того, 93-го, мы переместили свой интерес в сторону традиционной музыки. И с тех пор, в общем-то, исполняем именно ее. В какой-то момент просто стало интересно играть именно ирландскую музыку. И просто коллектив, который существует, в общем-то, можно сказать, вне зависимости от нашей воли и желания. И рок-музыка, и классическая музыка, и джазовая забыла кельтию. Эта тема осталась неразработанной, и она сохранила некоторую девственность, такую какую-то первобытную и, соответственно, вдохновенную такую составляющую. Европейская музыка и какая-то варварская, да, этого быть не могло. Вот оказалось так и есть. И именно это и увлекло. Потому что она несет в себе что-то такое чистое еще, не замыленное какими-то стилизациями. Я был, кстати, поражен
когда вот стал играть кельтскую музыку, насколько велика составляющая кельтики в рок-музыке, особенно в британском роке. Led Zeppelin, например, там, Beatles, да что угодно, Norwegian Wood. Там. Жанр музыки, который относится к числу традиционных, и он очень разработан, скажем прямо. Вот. То есть богатство мелодий в первую очередь. Ну, вообще материал, то есть музыкальный материал очень интересный. Кельтская музыка – это некая золотая жила для музыкантов, оказалось. Поэтому и такое явление, как кельтомания, возникло. Да? И оно совпало еще с увлечением там, Толкином и так далее, и так далее. Как-то так все, взрыв такой произошел. Мне кажется, что если люди приходят на концерт, им хочется видеть что-то необычное. Если я приду, как в троллейбусе ехал, и буду так выступать, то это будет просто не очень интересно. Но мне бы не понравился такой концерт, например. Костюм, мне кажется, должен быть, это красиво. Я раньше тоже противился. То есть, нет, я вот в джинсах. Но это шерстяной кусок материи. То есть, в принципе, вот сейчас жарковато немножко. Несмотря на минус 40 и Якутск. Попытаться, мне кажется, не грустить вот от таких холодов, вот, и каким-то образом себя развлекать. Например, посещать веселые концерты. Спасибо. Группа город Москва. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, пишите ваши отзывы о нашем сегодняшнем выпуске. С вами мы увидимся ровно через неделю. С вами были Анастасия Гриневецкая, наш новенький Сергей Орлов и Илья Цой. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Пока-пока. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it. Концертное агентство «Анна Домини» и телепрограмма «Пропеллер» приглашают на главную рок-елку Якутска «Рок Мороз». 20 декабря, 16 часов. Европа-клуб. Живая музыка, новогоднее настроение и розыгрыш призов. Генеральные партнеры: магазин игровых приставок и аксессуаров «Аркада», сеть ритейл-магазинов iStore, сеть ЕКТ.ру. Билеты в кассах кинотеатра «Центральный».